прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 17 октября? Символ веры. В Ачхой-Мартане дан старт возведению новой мечети. От мечты до шедевра. Для многих начинающих свою жизнь в этом искусстве этот день станет началом большого пути. Формулу успеха для юных художников раскрыли на мастер-классе в Грозном. Триумф продолжается. Секунды до финальной гонки. Советский атлет Юрий Тюкалов выступит на третьей дорожке. На больших экранах идет показ кинокартины «Первый на Олимпе». В благословенную пятницу мусульмане совершили рузбу по воле Аллаха. Рамзан Кадыров прочитал джума намаз в мечети имени Хамзата, любимого дяди посланника Творца. В своей проповеди Аслан Абдуллаев напомнил о важности щедрости. Он отметил, что истинное достоинство мусульманина определяется не богатством, а его намерением. Помощь нуждающимся, сиротам, поддержка строительства мечети и добрых дел приносит довольство Господа миров. Имам добавил, что Аллах записывает благое деяние даже тем, кто искренне желает его совершить, но не имеет для этого средств. Абу Хурайра тодел рейс хуйлсунна ши хадиса Алла дел ялшну аллир ал ас-сахи коммерстаг Алла дел ялшну алейхи салату вассалам. قريب من الله دال جرجوهونه قريب من الناس ناخن جرجوهونه قريب من الجنة يلسمن جرجوهونه بعيد من النار جرت أرنجين وهنا الله سولت عدل يلشنا إلر الله أبو هريرة تو البخيل بعرمت سجستج دال جين وهونه يلسمن جين وهونه ناخن جين وهونه جرت أرنجرج وهونه إلر الله سولت أبو هريرة تو دال يلشنا إقامة القوش دش إلر جاهل ولش كوميرش والستج جاهل ولش كوميرش والستج بوكودو دال يلش العمل غيلي يلش كوميرش والستج دق عمل يش ولو بحرمة سجل غولي وإلر الله دال يشنا هذا سيلا ولش دالا كوميرش ين شارخ كوميرش خيل شارخ دويلوي. Чтение дуа началось в возведении мечети в стиле хай-тек в Ачхой-Мартане. Церемонию закладки памятной капсулы посетил муфти. Салах Хаджи подчеркнул, что строительство святынь – одно из самых богоугодных деяний для мусульманина. О том, кто финансирует проект, репортаж Магомеда Азиева. По улице Мажидова Ачхой-Мартановского района состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основании новой мечети. Проект, традиционно реализуемый региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обещает стать одной из архитектурных достопримечательностей района. 500 семей. يولشتا يقين خزين هوس مجروش تاقو مهتا بوصلنا هنا لامز دا أهتا غردو يوخي غردو يور لامز يوها تره دوها وقيوقع خز ميتك بلغل عقنا ومخداس بروتشيني إلا إشتا ومخنانز وفوند عمد عجد الغازوت أوبل دولشنا عمد عجد فوند بلغل هو ومخنانز إمانا عشتا وقنا هن قزاها قزبوان دا عش بوجنا هنا جو ميش خردو ديكا خردو أغلي ديش ميش ديكدو. Особую торжественность мероприятию придал визит высоких гостей, среди которых муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. В своей речи духовный лидер региона подчеркнул огромное значение возведения новых мечетей для укрепления веры и нравственности в нашем обществе. دال يقلو شو الكمار شو يو الحمد لله دال خاصة بو دال شيقي تمسا أحمد حاج دال غاز والقبول دول سنة سن خاص خلبول نيز خلبول نيق أنا بيركت ستوم بو حلي هوشبرغ ويباتشا رمضان حاج دال عالش ويلزا ويمخدانا أيماني عجيئة دال ريز خيل سان دال ديكنس بيقنبيل بوق بول بوق يردال خصمش يوغش سارة بوصبني حاستن دول دوغ
أغدال خصمش سان قاقين بالمخ جماعة دولش متع بيركت دو تعاشيك وياتسون خزع بولش بولنا جين وعبا بيش خربر إش بولش متع شيء أوري سوريا جماعة لريا دوخ نعمة تقير وزخل وش دال بيركت يدويل هرداد ولوش دال مجدك ديكنس قوش خلوتيل وزخل وش دال قابو سا دويل ويباتش رمزان عجي ويمخدان أيمان عجيئة. Божий дом рассчитан на 600 молящихся и будет возведен в современном стиле хай-тек. В его облике будут гармонично сливаться исламские каноны и передовые архитектурные решения. По проекту фасад здания предполагается выполнить с использованием многокрасочной палитры, теплые оттенки песчаника, лазурные витражи и золотая отделка минаретов. К 1530 мечетям, которые расположены на территории всей Чеченской Республики, в скором времени добавится еще одна святыня. Она будет гармонично вписываться в городской ландшафт и по завершении станет дополнительным символом крепкой веры и общности мусульман. Магомед Азиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. 48 танцоров, 3 дня выступлений, 7 стран. В Грозном состоялся грандиозный финал 16-го международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. Разнообразие жанров от классического балета до уличных танцев создало атмосферу праздника. Об особенностях хореографии разных народов в репортаже Лейлы Муртазовой. Яркие костюмы, разная культура. На сцене собрались лучшие танцоры из России и зарубежных стран. На протяжении нескольких дней они демонстрировали свое мастерство в народной и классической хореографии в рамках 16-го международного фестиваля конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который пришел к завершению. И этому посвящен фестиваль. Сюда приехали те, кто любит искусство танца так, как любил его Махмуд Эсамбаев. И спасибо тем, кто организует этот фестиваль, кто в памяти которых всегда жил и будет жить символ танца Махмуда Эсамбаева. Спасибо. По итогам конкурса компетентное жюри отметили высокий уровень подготовки танцоров и значимость самого фестиваля. Мы всему миру доказали, что Россия – это большой, добрый дом, где все народы живут дружно, в мире и согласии. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что Россия – это та страна, где культура на первом месте. Сегодня мы чтим память великого сына чеченского народа Махмуда Эсамбаева. Есть живые люди с нами, которые были лично знакомы с ним. Спасибо вам огромное за то, что сюда приезжаете, проводите такой хороший фестиваль. Перед тем, как озвучить имена призеров и победителей, среди танцоров прошла церемония награждения, где наградили ряд отличившихся сотрудников государственного академического ансамбля танца в войнах почетными грамотами от правительства Чеченской Республики. Далее наступил самый волнительный момент для всех участников – вручение специальных призов конкурса. В номинации «Сольный танец» лауреатом первой степени стал Александр Ляпин, Краснодарский государственный академический ансамбль танца «Сибирь» имени Михаила Гаденко. Победителем в парном танце стали Георгий Энделадзе и Сесили Гурули, Грузия. Кроме этого, призом министра культуры Чеченской Республики 16-го международного фестиваля конкурса имени Махмуда Эсамбаева стала Далгарма Дамдиндорж, Монголия. Итак, гран-при 16-го международного фестиваля конкурса имени Махмуда Эсамбаева из рук министра культуры Чеченской Республики Исы Ибрагимова получили Хава Ахигова и Ибрагим Абдуллазиев, государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо». Мне безумно приятно, что мы выиграли гран-при среди стольких участников. Для нас это большая честь.
выступать в международном конкурсе Махмуда Эсамбаева. Хотелось бы поблагодарить нашего руководителя, педагогов. За 4 дня на сцене Дворца танца в Войнах выступили 48 танцоров из России и 6 зарубежных стран. Кришна Шарм прилетела из Индии. По ее словам, она получила большой опыт, став частью этого творческого события. Я из Индии, меня пригласили принять участие в этом конкурсе. Приехав сюда, я встретила очень замечательных людей в Чечне. Они невероятно отзывчивые, добрые и гостеприимные. Что касается самого конкурса, он просто потрясающий. Я видела одно из самых невероятных выступлений талантливых танцоров со всего мира. Отсюда из-за кулис все видно по-особенному. Улыбки, волнение, эмоции участников и ожидание своего выхода. На сцене идут заключительные выступления 16-го фестиваля имени Махмуда Эсамбаева. Здесь танец рождается из души. Гала-концерт стал ярким завершением фестиваля, где танцоры вновь подарили зрителям незабываемые эмоции своими колоритными номерами. Лейла Муртазова, Мосар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Чеченском госуниверситете имени Ахмата Хаджи Кадырова начала работу первая в вузе комната матери и ребенка. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Семья». Новое пространство поможет студенткам и сотрудницам совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях. Комната разделена на игровую зону, место отдыха для мам и уголок для новорожденных. В вузе заявили, материнство не должно останавливать и девушек в стремлении к образованию и карьере. Университету очень повезло, потому что в этих стенах, в стенах нового корпуса Чеченского государственного университета, в которых обучаются тысячи молодых людей, открытие такой комнаты действительно очень необходимо. И я знаю, что немало преподавателей молодых, у студентов есть детей, которые, думаю, с радостью будут приходить в эту комнату. В рамках 16-го международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева состоялась пресс-конференция, ставшая площадкой для открытого диалога между организаторами, экспертами и представителями СМИ. В ходе мероприятий спикеры активно обменивались мнениями и впечатлениями. Особое внимание уделили творческому наследию самого Махмуда Эсамбаева. Участники встречи делились воспоминаниями о жизни и пути великого артиста, стремясь раскрыть его личность и вклад в искусство. Эксперты также провели детальный разбор выступления конкурсантов. Так вот, вы должны работать так. Показать себя, влюбить нас в себя. Тогда будет дело, тогда будет интересно, и жюри интересно будет смотреть, и вам будет интересно учиться друг у друга. Что такое конкурс? Это учеба. Это как бы тоже вы должны перенимать что-то для себя, для постановщика, для хореографа, для танцовщика. Вы же все должны танцевать душой. Душа должна работать. Источники вдохновения, правила составления портфолио и стратегии построения личного бренда. Эти темы стали основой обсуждения на мастер-классе в Грозном. Мероприятие провел председатель Союза художников для учащихся Первой Грозненской детской художественной школы. О том, как юное поколение приобщает к миру искусства, репортаж Рабиат Гайтиевой. В любой работе всегда есть 4 очень важных компонента. Самое главное – это морально-этический компонент. Если то, чем вы занимаетесь, имеет вот эти компоненты, власть, перспектива, деньги, выбрали идеальный вариант. Именно с этого принципа начался творческий мастер-класс для юных дарований в первой детской художественной школе города Грозного. Занятие «Как стать успешным художником» провел лидер художественного сообщества республики Исмаил Денельханов. Не в формате сухой лекции, а как живой диалог, полный личных историй и практических советов. Здесь была задача донести до учащихся, до наших юных художников, как им использовать инструмент социальных сетей и вообще возможности этого мира или нашего региона для того, чтобы стать успешным художником. Почему? Потому что художников много, но вот известных, значимых не так много. И здесь я просто попытался дать им инструменты,
посредством которых они завтра уже смогут стать успешными, известными и, конечно, получать за это какие-то деньги и быть полезным обществу. Вместо абстрактных теорий конкретные лайфхаки, где искать вдохновение в повседневной жизни, как правильно составлять портфолио и как не бояться представлять свои работы на суд зрителя. Секретами мастерства делился тот, кто и сам прошел путь от начала до вершины. Почему это важно? У многих художников, даже которые я знаю, нету портфолио. Когда им просят прислать их работы, они присылают по 1-2 какие-то куски присылают. Но чем человек занимается, где он учился, какие у него есть награды, вот этого нету. Это можно сделать очень спокойно за час-полтора. Все эти советы нашли отклик в сердцах юных художников. Теория успеха перестала быть для них абстрактной, а стала осязаема, как кисть в руке. И чтобы понять, насколько важным оказался этот разговор, достаточно просто взглянуть на их взгляды. Встреча, она как встреча, но она очень важная, серьезная, много чего можно узнать. Вот человек пришел, он старше, он опытнее, он лучше знает. Ну вот, например, то, что вот он сказал, то, что просто так картины не раздаются, так как это является обесцениванием своих же работ. В итоге секреты успеха оказались гениально просты. Трудолюбие, любовь к своему делу и вера в себя. Возможно, для многих начинающих свою жизнь в этом искусстве этот день станет началом большого пути, который кому-то принесет радость от творческого общения, а для кого-то станет даже началом творческой судьбы. Рабиат Гаитиева, Джабрал Хаджи, Вести, Чеченская Республика. Баскетбол, настольный теннис, армрестлинг – это только малая часть состязания. В Грозном состоялся инклюзивный фестиваль спорта и народных игр «Сила предков». Программа включала спортивные соревнования, творческие конкурсы, интеллектуальные викторины. Главная цель – вовлечение людей с дополнительными потребностями здоровья в развитие адаптивного спорта и сохранению культурной самобытности. Имена триумфаторов в репортаже Ахмеда Рамазанова. Сила духа и воля к победе – вот что такое инклюзивный фестиваль спорта и народных игр «Сила предков». Это не просто состязание, а настоящий праздник, доказывающий, что возможности человека безграничны, стоит только захотеть. В фестивале участвует около 100 спортсменов с ограниченными возможностями, которые соревнуются в таких дисциплинах, как футбол, баскетбол и настольный теннис на колясках, а также армрестлинг среди глухонемых. В футбол играли две команды в формате 5 на 5, где тайм длился 10 минут. После ожесточенной борьбы команды провели серию послематчевых пенальти, в котором удача повернулась именитому коллективу «Ламан Аз». Не менее захватывающие противостояния были и на других площадках, где каждый спортсмен с огнем в глазах старался одержать победу. Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» по адаптивным видам спорта «Ламан Аз» Шамхан Ахьядов рассказал, что именно для этого проводятся подобные мероприятия. Целью данного мероприятия является показать людям с ограниченными возможностями здоровья в нашем регионе, что у нас есть возможность заниматься как на любительском, так и на профессиональном уровне по различным видам спорта. Аслан Исмаилов начал заниматься баскетболом на колясках 10 лет назад. И за это время вместе с командой достиг немалых успехов. А на фестивале помимо своей дисциплины принял участие еще в настольном теннисе и стрельбе из лука. Настольный теннис, Куглоти школы, сихси хулкташ соревнований. Лук бадегдичи первый раз участвует. Диас, что интересно, это стрельба из лука. После официальной части традиционно провели церемонию награждения, где каждым отличившимся атлетам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы. Фестиваль «Сила предков» — это послание обществу о том, что инклюзия — это когда ты понимаешь, что все люди равны, независимо от умственных, физических, социальных или других способностей. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В селении Старые Атаги вспоминали выдающегося чеченского писателя и театрального деятеля Абдулхамида Хамидова. Литературный вечер состоялся в Доме культуры. Среди собравшихся коллеги по театру, почитатели таланта, родственники и односельчане.
Они делились воспоминаниями об Абдулхамиде Хамидове и его бессмертных произведениях, отметив пьесу «Божали» как классику чеченского театра. Завершилось мероприятие творческими выступлениями. На больших экранах продолжается показ фильма «Первый на Олимпе». Это история Юрия Тюкалова, который после ужаса блокады нашел в себе силы для тренировок по академической гребле. После встречи с тренерами юный спортсмен обретает новую цель. О том, как взаимная поддержка ведет к успеху, репортаж Медины Мударовой. Гребля – это терпение. Время. «Первый на Олимпе» – это картина, основанная на реальных событиях и посвящена уникальной фигуре. Легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы, ленинградцу Юрию Тюкалову. Он пришел в спорт после войны, в период, когда не было силы жить, а не то, что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой у парня открывается второе дыхание. Я взялся за эту картину по той причине, что мне понравился сценарий. Он реально очень круто написан классным автором Михаилом Зубко. И вообще история гребли, сейчас в нашей стране не снимали такого кино. И я сразу стал искать, может быть, есть какие-то референсы. Нет. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить. Их цель – Олимпиада в Хельсинки. На секунды до финальной гонки советский атлет Юрий Тюкалов выступит на третьей дорожке. Греби! Греби! Главного героя Юрия Тюкалова исполняет Глеб Каюжный. Вспоминает, за полгода до начала съемок все актеры, играющие гребцов, начали профессиональное обучение. Этот вид спорта оказался самым сложным из тех, которые доводилось когда-либо осваивать, признается актер. Сложная спортивная дисциплина на моей памяти. Я как спортсмен в прошлом могу прям уверенно заявить, что это очень сложно, но это возможно при желании, рвении, которые, в принципе, и были у меня. Желание не оплошать перед тренерами. Премьера фильма состоялась только недавно, однако с каждым сеансом мест в зале становится все меньше. Жителям Чеченской Республики картина пришлась по вкусу. Очень понравилась игра актеров, сами съемки, графика. Все очень идеально. Особенно понравился главный герой этого фильма Юра, который стремился к своей мечте, не имея какой-либо мотивации, нашел свой путь. Приятно видеть, что такие истории, они воплощаются в нашей кинематографии, и то, что эти истории рассказываются, особенно цепляет целеустремленность главного героя. Сама картина показывает, что в жизни надо иметь какую-то цель, не терять смысл жизни, идти напролом. Я рекомендую данный фильм для просмотра в кругу семьи, друзей. Качественные фильмы русского кинематографа выпускаются все чаще, а их рейтинги и просмотры становятся выше. Картина «Первый на Олимпе» точно вызовет у вас бурю эмоций. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах.